вопрос. Можно ли 28 января по результатам обсуждения внести правки в этот текст? И второй уточняющий. Вы говорили о принятии, подписании, публиковании законов. У вас есть проект этого закона? Вот на этот ответ, вопрос ответит на людей. Еще раз. Да, конечно. Дело в том, что у нас сейчас есть несколько законопроектов в руках, разработанных несколькими общественными объединениями. Они по-разному называются, несколько есть отличия в текстах и так далее. Но мы не стоим сейчас на том, чтобы украинское государство принимало какой-то текст в том виде, как он будет подан нами, или исключительно по тем названиям, как изложено в меморандуме. То есть нам важно, чтобы украинское государство в установленном его же собственном процедурном порядке разработало текст, отвечающий а. Конституции Украины, б. Международному праву, тем договорам, которые действуют на территории Украины, и принципам международного права, которым Украина, даже если не согласна с ними, должна как член Организации Объединенных Наций и Совета Европы и ряд других организаций подчиняться. И этот правовой текст отражал бы интересы, законные интересы, не любые интересы, а законные интересы крымтатарского народа. Поэтому каким-то образом этот законопроект или этот текст правовой нужно было назвать. Вот мы используем в данном случае название, которое здесь есть в меморандуме. Но это не означает, что мы камнем таким будем стоять именно за каждую букву в этом названии или за каждую букву в предполагаемом тексте. Могут быть взяты за основу те тексты, и, наверное, с них и начнется, которые разработали мы. Мы готовы выслушать правительственных экспертов, мы готовы войти в любую группу, которая была бы предложена государством для того, чтобы разработать подобный текст. И, разумеется, нас интересует конечный результат конструктивный, а не отдельная запятая или отдельное восклицание какое-нибудь в названии или в содержании. Поэтому нам важно, чтобы эта идея реализовалась. В разных государствах в разное время принимались разные законодательные акты, которые назывались по-разному. Даже в рамках Советского Союза, в тех законодательных актах, которые положили начало процессу правовому реабилитации и восстановления прав с 1989 года начиная, используясь немножко разные термины. Все это в той или иной степени предмет согласования, обсуждения, поиска компромиссов, но этот компромисс не должен выходить за пределы того, что устанавливает Конституция Украины и международное право. Больше того, я хочу подчеркнуть, акцентировать ваше внимание вот на что. То есть требования ветеранов национального движения и вот поддержка этих инициатив со стороны ряда общественных структур крымских татар абсолютно не противоречит нынешней концепции решения крымско-татарского вопроса нынешних властей. Дело в том, что в августе 2010 года, когда состоялась встреча президента Украины Януковича с представителями крымских татар, на которой я участвовал, одним из главных вопросов, который был поставлен, это был вопрос о немедленном, скорейшем принятии закона о восстановлении прав крымско-татарского народа в Украине. И если вам не изменяет память, буквально в течение месяца, в конце сентября, была встреча президента с премьер-министром Украины Азаровым и спокойным премьером Василием Джарте, которым было непосредственно персонально поручено провести в соответствии при участии крымской общественности, разработать этот законопроект и до конца ноября 2010 года его внести на рассмотрение Верховной Рады Украины. По нашим сведениям, главным оппонентом в проведении этого законопроекта также был народный депутат Украины Мустафа Джемилев. Поэтому до сих пор этого закона нет. Но постараемся силами общественности, так сказать, сдвинуть этот груз с мертвой точки.